Один из главных символов города-героя Мурманск – памятник защитникам Заполярья. Этот памятник посвящен солдатам Карельского фронта, самого протяженного из всех советских фронтов и самого северного. Бои здесь шли в особо сложных климатических условиях. Мемориальный комплекс на Мурманской сопке – это память воинам, отдавшим жизнь за Мурманск и советское Заполярье. В основе комплекса фигура солдата с автоматом, вечный огонь, аллея памятных плит городов-героев, 2 зенитных орудия. Еще в мемориале заложены капсулы с землей и морской водой с мест боевых действий. Мурманск защищали с воздуха, земли и с моря. Казалось бы, увековечили память всех воинских формирований Карельского фронта. Но здесь не хватает еще как минимум одного фрагмента – памятника оленеводам и оленям, воевавшим на Северном фронте Великой Отечественной войны наравне с другими. Наша съемочная группа провела на Кольском полуострове несколько дней и проехалась по местам боевых действий, чтобы рассказать и показать, в каких условиях отстаивали север наши деды. Бескрайние просторы. Природа Кольского полуострова удивительна, она завораживает. Сложно себе представить, что здесь шли когда-то жестокие бои. И именно на этих сопках полегло тысячи солдат. Вокруг Мурманска, да и по всему полуострову до сих пор все напоминает о войне. Гильзы от патронов на скалах, колючая проволока, окопы, доты и дзоты. Бесчисленные памятники и бесконечные плиты с именами тех, кому не суждено было вернуться с поля боя. В 1941-м на Кольском полуострове проходил самый северный участок немецко-советского фронта. О нем мало говорят. Бои здесь шли не такие масштабные, как на других фронтах, но по ожесточенности они не уступали другим. Именно здесь не знавшие поражений войска вермахта получили отпор в первые же дни войны. Именно здесь фашистам не удалось прорвать советский фронт, а в некоторых местах даже перейти границу. А еще здесь, в Заполярье, итоги военных действий зависели не только от грамотного командования, солдат и техники, но еще и от погоды. Тундра, озера, болота, сопки, скалы, полярные дни и полярные ночи, и бездорожье. Вряд ли фашистские захватчики планировали испытать на себе все прелести заполярной зимы. Ведь согласно плану Барбаросса, Кольский полуостров нужно было захватить в кратчайшие сроки. День Х плюс 7, где Х – общий день нападения на СССР. А за остальные 7 дней предполагалось сломить сопротивление советских войск у границы, захватить Титовку и полуостров Рыбачий, дойти до Кольского залива и Мурманска. Уже в июне 1941-го немецкое командование создает должность морского коменданта Мурманска. Легкий захват Кольского планировалось отметить бурно в ресторане «Арктика». Уже и приглашения были распечатаны. Однако этим планам не было суждено сбыться. Мурманск – город-порт на берегу незамерзающего Кольского залива. Сегодня это современный и самый большой город в мире за полярным кругом. Относительно молодой, застроен уже после войны. Довоенный Мурманск был почти полностью уничтожен фашистской авиацией. Сейчас об этом напоминают фотографии в мемориальном комплексе и монумент в виде обгоревшей, но уцелевшей от бомб печной трубы. В июне 1942 года Мурманск сожгли буквально за один день. Потому что они до этого не бомбили Мурманск. Они думают, что они возьмут Мурманск. Ну а зачем бомбить города, в которых они будут потом жить? Там порт. Они бомбили только конвои, а город они не трогали. Когда поняли, что город им не взять, вот они сразу сожгли его. После Сталинграда Мурманск стоял на втором месте по сброшенным бомбам на каждый квадратный метр. По 10 килограмм тротила в Мурманске пришлось. Можете себе представить? Ну, вот, Мурманск они не взяли, хотя они планировали.
При наступлении горным егерям выдали паёк на 3 дня. Сухой паёк. Они решили, что уже горячая пища у них будет в Мурманске. Роль Мурманска в ходе войны была особой. Отсюда лежал путь в Европу и Америку. Именно в Мурманск приходила техника, вооружение и продовольствие по ленд-лизу. В зимнюю навигацию 41-42 годов порт принял 113 судов. Обработал более 400 тонн импортных и 41 тысячу тонн экспортных грузов. С прибывших судов выгружали танки, станки, автомашины, военно-стратегическое сырье, продовольствие. За границу отправляли лес, апатит, магнетит, хром, растительное масло, пушнину. За все военные годы Мурманский порт принял 250 судов, разгрузил и отправил 2 миллиона тонн различных грузов. У нас не было радаров, мы не знали, когда самолет прилетит, откуда прилетит. У нас не было таких технологий. Практически первый год мы потеряли всю нашу промышленность военную. Не только они поставляли танки, самолеты, оружие, они поставляли нам сталь, броню поставляли, цветные металлы для самолетов. Из чего делались самолеты в конце 41-42 года? Только из того, что привезли эти конвои. Самолеты у них летали на высокооктановом бензине и танки. Они поставили 3 завода по переработке нефти для бензина, для этого. Практически 100% паровозов пришли к нам с запада. И вагоны, и паровозы, и связь, и порох. Поэтому мы Москву отстояли. Но помните такое ПК-17, трагические события? Немцы потопили из 36 кораблей, 11 кораблей только дошло до Мурманска. Когда нас англичане кинули, сняли охрану с этого конвоя. И что мы получили? Мы получили сразу Сталинград. Чуть-чуть его не взяли, потому что воевать нечем было. Поэтому роль Мурманска огромная в начале войны была. Воевали, конечно, наши солдаты, но воевали на технике, на технологиях, особенно технологии. Вот эти акустика, радары, связь. Это все, конечно, было очень-очень важно. И было вовремя все это поставлено. Активные боевые действия на севере начались 29 июня 1941 года. Операция под названием «Голубой писец» была направлена на полную оккупацию польского полуострова. Эта часть плана «Барбаросса» предполагала выход нацистской армии на линию 2А – Архангельск-Астрахань. Захват европейской части Советского Союза противник рассчитывал завершить в сентябре-октябре 1941 года. Кроме Мурманска, с его незамерзающим портом оккупантов интересовали железная дорога, соединяющая полуостров с материком, а также богатство Кольской земли, особенно месторождение никеля, металла, крайне необходимого для военной промышленности. Для достижения этой цели была сосредоточена армия Норвегии, которую поддерживали силы воздушного флота. Им противостояла советская 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях. С моря 14-ю армию прикрывали корабли Северного флота. «40 километров от Мурманска. Мемориальный комплекс «Долина славы». На плитах тысячи фамилий. Каждый год их число растет, как и добавляются новые могилы. Останки солдат до сих пор находят на сопках и хоронят здесь со всеми воинскими почестями. В списках много наших северных фамилий. В годы войны долину славы, место на правом берегу реки Западная Лица, называли «Долиной смерти». Именно тут в 1941 году после жестоких боев было остановлено наступление фашистских войск в Мурманском направлении. Для захвата города был направлен егерский корпус Норвегии генерала Дитля. В июле им удалось форсировать реку и обосноваться на восточной стороне и возобновить наступление. Однако в сентябре войска нашей 14-й армии нанесли контрудар и отбросили врага за реку. На рубеже Западной Лицы линия фронта проходила до октября 1944 года. Вон, вижу, дальше скалы торчат. Да. Вот это озеро Дикое, а вот это вот выше, левее, это высота 314, самая кровавая высота времен войны. Вся костями была усеяна. Это Бинненкорп, в переводе с немецкого «пчелиный улей». Одна из крепостей на передовой линии фронта противника. Таких опорных пунктов на Кольских сопках немало. С траншеями, дотами, колючей проволокой по периметру и с искусственными пещерами, вырубленными прямо в скале.
В таких можно было переждать даже бомбежку. Со всех 4 сторон к нему не подойти просто так. Даже то место, которое было более пологим, немецко-фашистские захватчики, просто придя, они его взорвали. С вершины этого места просматривается достаточно большая территория. Сейчас мы с вами поднимемся наверх и увидим территорию в 1,5-2 километра впереди себя. Оно неприступное. С этой стороны у нас болото, там течет речушка. Участники реконструкторского клуба сейчас пытаются вернуть опорному пункту первоначальный вид. Историю Великой Отечественной здесь можно изучать наглядно. Их здесь развернули, накидали им. Да. Немцы очень добротно построено все. Добротно, тщательно, аккуратно, продумано. Советские позиции как-то вот они таким не отличаются. Доты, окопы, да, хорошо построены. Здесь боевые действия велись только летом 41-го, потом апрельско-майская операция 42-го и октябрь 44-го года. А все остальные просто здесь позиционная война. А по уставу солдат должен 11 часов в день рыть землю. Вот они и копали. Кроме реконструкции мы еще занимаемся поисковой работой. Мы поднимаем, ищем бойцов, солдат нашей армии, которые погибли в этих местах, но были брошены на поле боя. На прошлые выходные 7 бойцов подняли. И каждую осень, в октябре, у нас захоронение в Долине Славы с отпеванием, там, в гробах. Настоящая кожа, смотрите, как до сих пор хорошая. Часть останка немецкого ботинка, его же подошва. Вот в таких баночках были норвежские шпроты, как современные практически, только алюминиевые. Ну и бутылочки. Бутылок здесь достаточно много, можно найти бутылки из-под шнапса, даже с этикеткой. Вот до сих пор люди находят это, к сожалению, с отколовшимся горлышком. Военные артефакты сохранились в отличном состоянии. Кусочки обуви, разбитые бутылки и фаянсовая посуда. Враг воевал с комфортом и не отказывал себе в удовольствиях. В Заполярье были брошены лучшие войска вермахта. О горных егерях генерала Дитля ходили легенды. Они прошли всю Европу. За их плечами был опыт и уверенность в легкой победе. Универсальные солдаты, способные воевать в любых условиях. Специально обученные и хорошо обмундированные. Удобная экипировка, ботинки с зубчатыми набойками для легкого передвижения по скалам, с теплым бельем из пуха. Правда, на Кольский горные егеря прибыли налегке, сухим пайком на 3 дня. Рыть окопы, переживать зиму не планировалось. Противостояли им 2 стрелковые дивизии Красной Армии, причем в неполном составе. Если наступающие фашисты славились технологиями, у наших самым главным оружием было мужество. Дорога между сопками. Сейчас по ней ездят туристы и местные жители. Ее называют до сих пор немецкой, потому что она построена для немцев военнопленными. Эта дорога соединяла передовую с Титовкой. Из Печенги груз доставляли в Титовку по канатной дороге, а отсюда уже гужевым транспортом на передовую. Боеприпасы, продукты, все необходимое для немецких войск, для быстрого завоевания Заполярья. Нарисованные в немецких штабах карты не соответствовали реальной местности. Вместо отмеченных на бумаге дорог противник увидел телеграфные линии, негостеприимную тундру с оленьими тропами и скалы. Наступающие войска использовали тонны взрывчатки, прокладывая дороги, пригодные для колесной техники. В Заполярье фашистами развернулся строительный бум. Конечно, все делалось руками наших солдат, попавших в плен, но по-немецки добротно. Эта дорога ведет к хребту Муста-Тунтури, к перешейку между Кольским и полуостровами Средней Рыбачьей. К этой линии фронта мы отправимся позже. Начинается же дорога недалеко от поселка Титовка. Историческая экспозиция «Титовский рубеж». Музей был создан общественниками и посвящен Титовской оборонительной позиции. Здесь можно потрогать экспонаты руками.
Эти большие колеса – не что иное, как фрагмент канатки. Подвесная дорога Пицама-Титовка Западная Лица – самая длинная канатная дорога в мире, когда-либо строившаяся для военных целей. Ее протяженность почти 60 километров. В районе Титовки дорога разветвляется к разным линиям фронта. Одна ее часть идет в сторону Муста-Тунтури, вторая – к Западной Лице. Канатка была быстрым решением проблем с бездорожьем. Во-первых, строить ее легче и быстрее, да и использовать можно в любое время года. В Пицама, по-нашему в Печенге, на тот момент город принадлежал Финляндии. На станции загружали груз в вагонетки и отправляли на передовую. Использовали ее и как транспорт для солдат. Обратно в тыловые госпитали отправляли раненых. Строительство дороги закончилось уже осенью 1942 года. Сегодня от нее осталось несколько восстановленных столбов. Их как раз видно от музея. Советское командование тоже нашло решение проблемы с бездорожьем. Нет, наши не прокладывали дороги. На это не было ни сил, ни времени. К началу сентября ситуация сложилась очень сложная. Начинает выпадать снег, заморозки, но при этом болото, гористая местность, то есть сложный природный ландшафт не дает возможности ни машинам подойти с продовольствием, ни раненых вывести. И уже тогда командование Карельского фронта обращается в Государственный комитет обороны с предложением использовать собак и оленей. Командование пошло навстречу, и принимается постановление о мобилизации на фронт оленей вместе с каюрами и вместе с нартами. В Кольской тундре первозданная природа. Мягкий ягель, болото и камень к зиме покрываются льдом и толстым слоем снега. А еще зимняя тундра – это бесконечные метели. Передвижение машин, тракторов, да любого транспорта невозможно. Единственное, что может обеспечить сообщение на протяженной линии Карельского фронта – оленьи упряжки. Командующий Карельским фронтом генерал-лейтенант Валериан Фролов отдает на тот момент единственно верный приказ – формировать армейские оленьи транспорты. Первые 3 оленьи роты организовали из оленей Саамского и Лавозерского районов Мурманской области, где на выпасе находилось около 60 тысяч оленей. Оленеводы – кольские саамы, коми-ижемцы и немногочисленные ненцы. Село Лавозеро. Именно здесь обосновались коми-ижемцы, пришедшие на Кольский полуостров в поисках пастбищ в конце XIX века. А в 1941 году 20-го вместе с саамами на своих оленях ушли на фронт. Был призван в оленей транспортный отряд, он служил в поселок Горемиха. В боевых действиях они не участвовали, а только что подвозили раненых увезти, там, такое вот. У них оружия не было. У них оружие было олени. Отец Зои Рочевой Дмитрий Гаврилович был в числе первых оленеводов, попавших на фронт. Кольский коми-ижемец, прекрасно ориентирующийся в заполярной тундре. Служил в летной части под Североморском на берегу Баренцева моря. Возил боеприпасы и другой груз. В первую очередь олени – это транспорт для доставки грузов и вывоза раненых с передовой. 360 человек за сутки ушло именно с нашего Лавозера. И коми, и ненцы, и саамы, естественно, ушли на войну. Наши женщины приняли на себя мужскую работу, пошли работать пастухами. Те олени, которые остались здесь, шили одежду и отправляли ее нашим. Все-таки у нас большое количество солдат погибло не в бою, а от погодных условий. У нас все-таки морозы, холодно, в основном зима. Призывались оленеводы не только со своими оленями и снаряжением, но и в своей традиционной одежде. Тобоки, малицы с пришитым капюшонами и варежками. На ветру или в сильные морозы в обычных шинелях оленеводы попросту бы замерзли. Традиционная одежда же давала преимущество. Она теплая и удобная. Кстати, еще в конце XIX века, после прихода ижемцев на Кольский, саамы переняли у пришлых оленеводов и одежду, и нарты. Так они и служили, так они одевали. Только еще была маличная рубаха одевалась сверху, темная, там, или нам масхалат, да, белая, то есть чтобы не видно было на снегу. Вот, на самом деле малица, она спасала просто от всего. То есть даже те люди, которые не оленеводы, приходя вот на службу и служив с ними, они то же самое одевали пимы, тоборки, они одевали
малицы, потому что это было получше шинели. Потому что на самом деле и удобно, и тепло, и не надо сильно много одевать. То есть человек всегда свободен, потому что она свободного кроя, то есть он мог свободно шевелиться, он ничего не затекал. Дед Валентины Совкиной Егор Андреевич Захаров, саамский оленевод, был призван на фронт в ноябре 41-го. В 1942 году после формирования на базе Кандалакшской оперативной группы 19-й армии его приписали туда для ухода за оленями. Как пишется в наградном листе, содержал их в чистоте, чтобы они были упитанные, чтобы они могли быть выносливыми. Готовил эти упряжки, на его содержании было 520 голов. И он как раз готовил и помогал сам перевозить боеприпасы, раненых, и, в общем-то, в итоге был участником военных действий. Дедушка вообще-то мало рассказывал, даже если мы спрашивали, он говорит, лучше вам не знать, потому что это страшно. Но иногда, когда выпьет такой веселенький, когда их перенаправили в Германию, Кёнигсберг – это фактически Германия, но увидев готические здания, он всегда говорил, Мунбук Германия прошел, то есть я всю Германию прошел. Действительно, наши оленеводы после расформирования Карельского фронта в 1944-м были отправлены на другие участки. Многие дошли до Германии. Но до этих событий было еще 3 долгих года войны на холодном севере, рядом с оленями. Главным организатором оленных подразделений стал начальник ветеринарного отдела 14-й армии полковник Дмитрий Тульчинский. Каждая рота включала 154 человека, 1015 оленей, 15 собак, 313 нарт. Первую и вторую роту оставили на обслуживание Мурманского направления, третью отправили под Кандалакшу. Всего за годы войны кольские оленеводы передали армии около 6 тысяч транспортных оленей. Но этого оказалось мало. 20 ноября, это уже 1941 года, Государственный комитет обороны, он издал секретное постановление номер 930-С за подписью, естественно, Сталина, в котором говорилось о том, что необходимо мобилизовать оленеводов вместе с их оленями стадами из соседних регионов. В частности, это Архангельская область, Ненецкий округ и, естественно, Республика Коми. На тот момент это Коми-автономная Советская Социалистическая Республика. Всего планировалось поставить на фронт 10 тысяч оленей, 6 тысяч из Ненецкого округа и 4 из Коми. Оленеводов из Ненецкого округа 600 человек, из Коми АССР 800. На приказ откликнулись все колхозы Ижемского района, в составе которых были оленеводческие бригады. На Карельский фронт отсюда ушло 272 оленевода. Сегодня фамилии и имена героев можно увидеть на плитах на набережной села Ижма. Этот мемориальный комплекс с камнями и плитами был создан в память об ижемских оленеводах, воевавших на Карельском фронте. В списке также имя Петра Дмитриевича Чупрова. Правнучка Ирина сейчас собирает информацию о дедушке по воспоминаниям старших членов семьи. При жизни ветеран не рассказывал о фронтовых буднях. Есть справка номер 2902, дана красноармейцу 350 СП товарищу Чупрову Петру Дмитриевичу о том, что он с 10 октября 1942 по 16 декабря 1942 был в эвакогоспитале по поводу ампутации культя левой стопы. Ранение получил 16 августа осколком мины. Получается, он попал под минный обстрел. Но об этом он не рассказывал, но я точно знаю и помню дедушку. У него не было действительно пальца на ногах. Приехал сюда, немножко восстановился. Женился с 1944 года, опять начал работать в тундре. И всю жизнь, выйдя даже на пенсию, он все и в тундре работал. Ноябрь и декабрь в тундре – самое суровое время. Полярная ночь, морозы, метели, глубокий снег. Впереди 1000 километров белой пустыни. Добираться до Мурманска оленеводы вместе со стадами должны были самостоятельно. К линии фронта новобранцам необходимо прибыть не позднее 1 января 1942 года.